Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как пьяный подросток за рулем «Лады» катался по поселку Юдино. Штраф, да, штраф. Автомобиль будет помещен на специализированную стоянку. Как всегда. И как его мать отреагировала на задержание. Расскажем о первом в России приговоре полицейскому рабовладельцу. Просто неохота сейчас, чтобы дети страдали от какого-то больного человека. Раб трудился на ферме его отца. А также обман российского масштаба. Содеянным раскаиваюсь, вину признаю. Полицейские задержали интернет-мошенника и итоги операции «Тоннель» в Казани. Результат алкогольного опьянения по нулям. Это и не только прямо сейчас. Нетрезвого подростка, рассекавшего за рулем «Жигулей» 7-й модели по поселку Юдино, задержали автоинспекторы. В машине, кроме несовершеннолетнего водителя, был пассажир. Сотрудники ГИБДД предположили, что пили они прямо во время движения. Мать подростка, которую полицейские привезли на место, только развела руками. Со своим сыном сделать она ничего не может и понятия не имеет, откуда у него машина. Нафиса Минязова узнала, что задержанный уже был судим, и судимость еще не погашена. У меня нет желания с вами разговаривать. Автоинспекторы обратили внимание на машину в первую очередь из-за номеров. Уже после остановки внимательнее посмотрели на водителя. Прав он не получал. В 17 лет их не выдают. К тому же и он, и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. По всей видимости, пили прямо во время движения. Проходить медосвидетельствование подросток отказался. Его мать, которая приехала после звонка полицейских, только развела руками. Сделать с сыном ничего не может. Он просто не слушается. Ты, наверное, в тюрьму захотел, да? Ты сесть хочешь? Ты что творишь? Ты понимаешь, что у тебя уже одно есть уже дело? Молодой человек привлекался к ответственности по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Судимость еще не погашена, и он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Водительское удостоверение не имеет Нет. признаки алкогольного опьянения. У него нет удостоверения, он же малолетка, у него нет. Это автомобиль вы приобрели, что ли? Ну да, нет, это он. Откуда ты взял? Я даже не знаю, где он купил его. Давно на этом автомобиле? Ой, месяца, наверное, нет. То есть вы, зная о том, что у вас сын Он, управляет... понимаете, он не слушается же. Ему же говоришь. Он не, я знаю, я взрослый, я все знаю. Любовь к технике он проявляет с малых лет и не в первый раз сталкивается с сотрудниками автоинспекции. Административный арест от 10 до 15 суток, либо административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Штраф, да, штраф. Автомобиль будет помещен на специализированную стоянку. Как всегда. Не автомобиль, а это мотоцикл когда-то. Мотороллер. Тогда ему лет 15, что ли, тогда был. Помимо этого, в отношении него возбудили еще 2 административных дела за езду без документов на незарегистрированном автомобиле. В ближайшее время суд определит ему наказание. Не исключено, что отвечать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего предстоит и родителям молодого человека. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Одно нарушение за 4 минуты в среднем выявляли автоинспекторы во время операции «Тоннель», что прошла минувшей ночью в Казани. Самое безобидное – это езда с грязными номерами. Но большинство нарушений – это отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Были и любители чрезмерной тонировки. В нескольких машинах дети ехали не в удерживающих устройствах. Водители не всегда обращали внимание на сигналы светофора и проезжали на красный свет. У одного автобуса автоинспекторы выявили неисправность рулевого управления. Общественный транспорт отправили на штраф в стоянку, а один мужчина, как заподозрили инспекторы, сел за руль в состоянии опьянения. Результат алкогольного опьянения по нулям. Чтобы исключить вероятность наркотического опьянения, водителя отправили в больницу для прохождения освидетельствования. Цель мероприятия – профилактика, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, нарушение правил перевозки пассажиров. Хочу обратиться к жителям и гостям города Казани с просьбой воздержаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Упавшее дерево стало причиной гибели лесоруба на рабочем месте. Трагедия произошла недалеко от села Малое Подберезье Кайбецкого района. 48-летний мужчина и 3 его коллег занимались санитарной очисткой леса по договору подряда с лесхозом. После спила очередное дерево, повалилось на соседнее и осталось в вертикальном положении. После упали оба, но одно из них рухнуло на человека.
При этом в нарушении правил безопасности рабочие, не повалив первое дерево, начали валить второе. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сегодня в Татарстане вынесли приговор 29-летнему бывшему полицейскому, который взял себе раба. Как доказало суду обвинение, в мае минувшего года он, будучи оперуполномоченным уголовного розыска по Нурлатскому району, похитил в Нурлате односельчанина и увез его в Аксубаево на ферму своего отца. Пленника заставляли выполнять черную работу. За отказ чистить туалет ему даже ошпарили руку кипятком. Освободиться мужчине удалось через несколько недель, благодаря тому, что его сестра написала заявление о пропаже своего родственника. Динар Гафиятов свою вину не признал. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, при том, что гособвинение просило 14 лет. Также мужчине запретили работать в органах внутренних дел в течение 3 лет. 43-летний житель Елабуги лишился 6 тысяч рублей, поверив продавцу колес на одном из сайтов бесплатных объявлений. Предложение ему понравилось, товар он оплатил, сразу перечислив всю сумму. Но покупки так и не увидел. Как узнала Елена Веселова, продавец даже и не думал ему что-то отправлять. Человек написал: можете ли отправить транспортной компании? Я написал: да, могу. Когда писал покупателю о транспортной компании, знал, что отправлять никому и ничего не будет. 43-летний житель Елабуги желанных колес для своей машины так и не получил. 6 тысяч рублей, которые за них заплатил, счел потерей существенной. К тому же чувствовать себя обманутым было крайне неприятно. В поисках справедливости пришел в полицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 27-летнего жителя Оренбургской области. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что мужчина совершал аналогичные мошенничества на территории всей России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и арестовали на время расследования. Отрицать на допросе он ничего не стал. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю. Все денежные средства возмещу в полном объеме. Но чтобы вернуть деньги потерпевшим, вероятно, придется обращаться в суд с гражданским иском. Скорее всего, уже после вынесения мужчине приговора по уголовному делу. Елена Веселова, Айрат Назипов, вызов 112. В Казани уничтожили 4000 поддельных картриджей. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы 10 участников преступного сообщества через подконтрольные фирмы заключили госконтракты на поставку оригинальных тонер-картриджей в госучреждения Татарстана, Москвы и Воронежской области. По данным полицейских, они ввели заказчиков в заблуждение и поставили продукцию с незаконно нанесенными на них товарными знаками. Таким образом, они получили 17 миллионов рублей и нанесли ущерб производителю картриджей на 15 миллионов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконное использование товарных знаков», «Организация» и «Участие в преступном сообществе». Часть контрафактных изделий, которые признали вещественными доказательствами, уничтожена по решению суда. Решением суда организатору преступного сообщества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 5 участникам в виде запрета определенных действий, остальным в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. Аделиной назвали девочку, которая благодаря оперативности автоинспекторов появилась на свет в роддоме, а не на дороге в автомобиле. Отец малышки из-за заторов не смог самостоятельно довести жену до больницы, за помощью и обратился к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на проезжей части. Они и сопроводили будущих родителей до медучреждения. Подробности у Рамиля Шайдуллина. Решение было принято молниеносно. Отказать мужчине, подбежавшему к ним и сказавшему, что в машине рожает жена, а из-за пробок он боится не успеть довести ее до больницы, автоинспекторы не смогли. На счету была каждая секунда. Малышка появилась на свет буквально через несколько минут после того, как все переступили порог приемного покоя родильного дома. Больше всего в тот момент волновался отец малышки. Если бы не сопровождение ГИБДД, роды прямо в машине пришлось бы принимать ему самому. Счастливый отец искренне поблагодарил инспекторов ДПС за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь в сложной ситуации. Благодарность автоинспекторам выразили и командиры. Малышку счастливые родители назвали Аделиной. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.